27 стран Европы, документы из концлагерей Венгрии, Сербии, Франции, Бельгии. Уникальные сведения о тех, кто не вернулся домой с фронта. С мая 2022 студенты Абхазского государственного университета проводят работы над поиском сведений о судьбах антифашистов и участников сопротивления немецким нацистам во время Великой Отечественной войны в рамках международного проекта «Возвращение имени». Молодые люди с большим интересом участвуют в программе. Это серьезная и кропотливая работа. Несмотря на это, она приносит положительные результаты и дарит надежду тем, кто уже не ждет. Эта работа для меня имеет большое значение. Несмотря на сложности, я видел эмоции людей, которым сообщали о судьбах их без вести пропавших родственников. Это бесценно. Студент второго курса исторического факультета Леон Чуас в проекте «Возвращение имени» еще со школьной скамьи решил продолжить эту работу, будучи студентом. Обрабатывая материалы, смог помочь и своим соседям. Нашел сведения о их без вести пропавших родственниках. Они не знали, где захоронены их родственники. Мне очень помог Григорий Скворцов. Выяснилось, что они жили совсем рядом с моим родовым селом Дорипш. Во время проведения поисков на портале «Память народа» в рамках проекта были найдены сведения об узниках концлагерей гитлеровской Германии, граждан стран Европы, Монголии, Китая и Турции, погибших в концлагерях для советских военнопленных. Студенты проверяют данные архива на 27 стран Европы. Везде, где шла борьба с нацистами, уже обработаны списки с именами узников концлагерей из Венгрии, Сербии, Франции и Бельгии. Я и мои друзья работаем по спискам стран, ищем имена, фамилии, узнаем о судьбах без вести пропавших. Благодаря проекту «Возвращение имени» выяснилось, что всех борцов с фашизмом нацисты бросали в концлагеря для советских военнопленных, а документы после освобождения отправляли в Москву. В Европе в 1945 году их некому было отдавать. Собраны уникальные материалы. Автор и руководитель проекта Григорий Скворцов. В Абхазском государственном университете этой работой руководит заместитель проректора по молодежной политике Юрий Трувалев. Рад сказать о неравнодушном поколении среди наших студентов, которые помогли найти места захоронения родных и близких в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. И хотелось бы особую благодарность выразить нашему ректору, академику РАН Олегу Алексеевичу Гвараме за поддержку в данном проекте. Списки без вести пропавших узников уже переданы общественному деятелю в России, уроженцу Франции Ксавье Моро для их освещения в серии специальных репортажей на телеканале «Россия сегодня». Они будут оглашены на французском языке. Проект «Возвращение имени» стартовал в Абхазии еще 6 лет назад. С самого начала работы его поддерживают военнослужащие Абхазской армии, а в этом году присоединились и студенты АГУ. Основные цели проекта – поиск узников фашизма, пропавших без вести в концлагерях немецких нацистов, а также бойцов Красной армии, павших на фронтах Великой Отечественной войны. Все работы посвящаются семьям, потерявшим своих родных и стремящихся сохранять свою историческую память. В рамках проекта уже снято несколько фильмов с символичным названием «Поиск», которые рассказывают о судьбах тех, кто не смог вернуться домой, и о тех, кто до сих пор ждет. Гугут Савардания, Абхазское телевидение.